Этим летом даже самые взрослые жители селения Плиева прямо как дети резвятся во дворе со шлангом. Ведь о прохладной проточной воде в летнюю жару они мечтали больше 10 лет. Тамара Горданова живет на улице Кабардинская. Колодца у нее нет и никогда не было. Поэтому раньше женщине приходилось каждое лето покупать воду и хранить у соседей в резервуаре. Чтобы помыть посуду или сделать другие дела по хозяйству, Тамаре каждый раз нужно было идти в гости за водой. И воду подвозили, и сами возили с родника, с речки, где речка есть. С открытием водозаборной станции в Магасе все изменилось. Огромный объект располагается при въезде в столицу республики. Здесь круглосуточно работают насосы, которые каждый час поставляют 240 кубов воды из 6 артезианских скважин в Плиево, Барсуки, Газиюрт и Гамурзиево. Кстати, в Плиево вода поступает через отдельную трубу длиной 13 километров. В селе проживают около 18 тысяч человек. По нормативам им необходимо всего 4 тысячи кубов в сутки, а сейчас им подается целых 6 тысяч кубов каждый день. За каждым глотком этой воды стоит титанический труд очень многих людей. Начиная с председателя правительства, кончая последним трактористом, который работает на прокладке воды. Так что у меня большая просьба к этим доморощенным нашим писакам, которые сидят в интернете, вести разговор по существу. Вода есть. Вода есть. В первые дни подачи воды напор был такой сильный, что некоторые трубы не выдержали давления. Были зафиксированы случаи прорыва, которые сразу же устранили. На улице Кабардинская было заменено 100 метров труб. Сейчас осталось засыпать ямы. Да, мешки делают, но что делают? Я труба айла, хамиги шесть, что делают? Проводцы, да, что делают? Хлопцы из-за волос. Ах, юрта, орсабян делают. Вода, то хажапыш, сармал лила, шамдал, мялядался, дерез холстан. Трубы заменили и в коттеджном городке Плиева, Женева. Воду здесь ждали 11 лет. Да, она охзер вопрос, закайлаев. Окольцевать полностью юрта. Раньше здесь вчера хидуаш беанах беж. Лично я им воду возил, а из хикат унаха. Я ж бахаш бежос. Так она вопрос закрытый. Я вопрос охзере. Мат ахан коттедж городок, азие мат бригадир. Ахана 135 метров лайвах. В этом поселке я живу уже 10 лет. А воду по-настоящему мы смогли увидеть только в этом году, вот недавно, когда после того, как нам приехали из правительства, после того, как они увидели наше положение без воды, они нам провели буквально в течение недели, воду проложили трубу, нам провели воду, мы сейчас пользуемся водой, ну прям благодарность, я не знаю, как еще можно выразить благодарность, если в такое время, жаркое время нам дали воду с хорошим напором. Я здесь проживаю всего 7 лет. За эти 7 лет не было такого, я специально этот колодец построил, только набирал эту воду, покупал эту воду и заполнял эти колодцы. А сегодня как сказка. Для решения проблем с водоснабжением в селе правительством республики при поддержке Роснефти была проведена колоссальная работа. Это открытие водозаборной станции, строительство дополнительных резервуаров, замена старых насосов и улучшение системы подачи воды. Также в ближайшее время планируют полностью решить проблему обеспечения питьевой водой жителей всей республики, в том числе и отдаленных сел. В Ингушетии дополнительно будут построено еще 20 скважин и проложено 111 километров водопровода. Амина Бокова, Джамалил Тамасханов, Новости 24.